администрации Сосногорского района обсудили противодействие распространению коронавирусной инфекции на территории муниципалитета. По состоянию на 26 марта под наблюдением медиков находится более 30 сосногорцев, но данные обновляются ежедневно, отмечают врачи. В настоящее время ежедневно прибывает от 4 до 6-8 новых контактных, которые прибывают каждый день из каких-то стран. Находящиеся под медицинским наблюдением сосногорцы обязаны находиться дома. Контроль за соблюдением режима возложен на сотрудников полиции и социальных работников. С 27 марта совместные бригады правоохранителей и специалистов соцзащиты начали поадресный обход граждан, находящихся в группе повышенного риска. Сегодня мы провезли развод созданных бригад на базе Сосногорского отдела полиции, которым поставили задачи, определили адреса граждан, по которым будут ходить данные сотрудники и должностные лица соцзащиты, и, соответственно, информировать граждан и контролировать местонахождение по адресу. Как отметили полицейские, находящихся под наблюдением граждан, межведомственный патруль может посетить неограниченное количество раз. В соответствии с решением санитарно-эпидемиологической комиссии, а также указом главы Коми Сергея Гапликова, с 0 часов 28 марта предпринимателям, работающим в сфере услуг, рекомендовано приостановить свою деятельность. Речь идет о ночных клубах, парикмахерских, частных организациях дополнительного образования и других предприятиях. Кроме этого, с 28 марта на территории Сосногорского района закрываются все организации общественного питания. Однако они могут осуществлять дистанционную торговлю. Стоит отметить, что о готовности оказывать доставку продовольственных товаров жителям уже заявили почти все городские кафе и службы такси. Их контакты вы видите на своих экранах. При этом предпринимаются все меры для того, чтобы сохранить стабильную жизнедеятельность муниципалитета. В первую очередь поддержка оказывается социально незащищенным категориям граждан. Граждане пожилого возраста, которые в целях безопасности решили не выходить из дома, могут позвонить на горячую линию 8 800 2003 411 и заказать продукты питания, продукты первой необходимости и лекарства. Доставка этих продуктов питания и продуктов первой необходимости будет осуществляться тем, кто находится на социальном обслуживании, социальными работниками автономной некоммерческой организации «Забота», тем, кто не находится на социальном обслуживании, но входит в группу риска, а именно это граждане старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями, им также будут доставлять продукты питания социальные работники. В случае, если будет нехватка социальных работников для доставки продуктов питания, будут подключены волонтеры. Предстоящая неделя в России объявлена нерабочей. К неожиданным выходным граждане должны отнестись ответственно. Важно помнить, что это прежде всего профилактическая мера, которая направлена на уменьшение контактов между людьми и снижение риска заражения инфекцией на улице или в общественных местах. Все смотрят телевизор, интернет, и хотелось бы всех жителей нашего города успокоить. Не надо паниковать, не надо нагонять какую-то истерию. Лучше эту неделю, у которого получилась такая возможность, например, находиться дома, лучше, конечно, эту неделю посвятить своим семьям. В любом случае, у кого-то накопились свои дела домашние. Посидите, пообщайтесь со своими близкими, со своими детьми. Я думаю, что это хороший повод для того, чтобы еще раз как-то сблизиться со своими близкими. Хочется обратиться к ветеранам и пенсионерам города Сосногорского района. Дорогие жители, очень большая просьба не злоупотреблять, выходить на улицу только при необходимости, до магазина или до аптеки, до ближайших магазинов и аптек, и соблюдать санитарные нормы. Стоит отметить, что вынужденные выходные коснутся не всех. Нерабочие дни не распространяются на непрерывно действующие организации. Продолжат работу медицинские учреждения, магазины, банки, предприятия общественного транспорта, а также органы власти всех уровней. Елена Двожик, Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Уважаемые жители Республики Коми, дорогие друзья,
12 дней назад я подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности, чтобы противостоять распространению новой коронавирусной инфекции на нашей земле. Сегодня правительство Коми тесно взаимодействует со всеми службами и ведомствами. Создан оперативный штаб, мобилизована система здравоохранения, а также все органы исполнительной власти и местного самоуправления. На территории республики отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Все школы, учреждения доп. Образования, среднего и профессионального, высшего образования переведены на режим дистанционного обучения. Детские сады со следующей недели смогут посещать только те дети, у которых оба родителя будут работать в период с 30 марта по 3 апреля, объявленные президентом России нерабочими днями. Для этого в садиках будут организованы дежурные группы. На всех предприятиях, общественном транспорте, объектах транспортной инфраструктуры приняты дополнительные профилактические меры. В учреждениях введен режим повышенной дезинфекции и ежедневного осмотра сотрудников. Сегодня я подписал указ о дополнительных ограничительных мерах по защите населения и территории Республики Коми от коронавирусной инфекции. Это решение вынужденное ради нашей с вами безопасности. Уже с 28 марта и до 24 часов 5 апреля будут приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данные ограничения не распространяются на ведомственные столовые, буфеты и иные предприятия питания, в которых питаются работники организаций. Будет приостановлена работа объектов торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости. Временно прекратят работу салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, общественные бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги. Будет приостановлена работа досуговых, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных и иных подобных организаций всех форм собственности, в том числе ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат в развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведений. Мы используем все возможности и ресурсы, чтобы максимально обезопасить вас, дорогие земляки, от этой коронавирусной заразы. Большую помощь в этом нам оказывают практически все предприятия республики. В частности, Сосногорская швейная фабрика начала шить защитные маски и костюмы для сотрудников служб и ведомств, которые работают, что называется, на передовой. Воркутинская швейная фабрика приступила к производству защитных многоразовых масок. Нам удалось в разы увеличить мощности по диагностированию коронавируса, и теперь мы оперативно проверяем всех, кто находится в зоне риска. Нам также оказывают поддержку и федеральные органы власти. Совместно проводится работа по приобретению аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательных аппаратов, шприцевых дозаторов, бактерицидных облучателей, рециркуляторов воздуха, медицинских изделий и дезинфицирующих средств. К счастью, на данный момент в нашей республике не зафиксировано ни одного случая летального исхода от коронавируса. Один человек переболел и уже выписан из больницы. Но вместе с тем, по состоянию на 27 марта есть 2 инфицированных. Еще 1179 человек находятся под медицинским наблюдением. Дорогие земляки, к сожалению, эти цифры показывают, что беда уже пришла в наш дом. Более того, буду предельно откровенен с вами. В ближайшее время статистика по коронавирусу будет, к сожалению, расти. И это факт. Поэтому мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы защитить себя, наших родных и близких. Личная ответственность и благоразумие каждого – именно в этом заключается успех нашей борьбы с распространением коронавируса. Прошу, соблюдайте рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава.
Чаще мойте руки или обрабатывайте их дезинфицирующими средствами. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым вы прикасаетесь. Ограничьте по возможности тесные объятия и рукопожатия. При симптомах гриппа, ОРВИ вызывайте врача на дом. Если вы вернулись из-за границы, начиная с 1 марта, настоятельно требую, чтобы вы обратились на горячую линию. Пожалуйста, не подвергайте смертельной опасности себя и окружающих вас людей. Обязательно пройдите 2-недельную самоизоляцию. Дорогие мои, как вы знаете, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил следующую неделю нерабочей. Но прошу каждого из вас четко и ясно понять: нерабочая неделя – это не каникулы. Это время предоставлено вам для того, чтобы провести его дома, рядом с близкими. Прошу каждого из вас позаботиться друг о друге и всех членах вашей семьи. Убедите их не выходить на улицу без явной необходимости и сведите до минимума все возможные контакты вне вашего жилища. Всем нам пора осознать, что мы столкнулись с общей бедой. Бедой, перед которой все равны. В жизни есть принцип «предупрежден, значит вооружен». И в нынешних условиях одной из главных задач оперативного штаба, единственного легитимного источника информации, является четкое и своевременное оповещение граждан обо всем, что связано с темой коронавируса в республике. Ежедневно через информационные сводки и пресс-релизы мы доводим до вас, до жителей республики, всю полноту официальной информации по проверенным данным. Только этим данным можно и нужно доверять. Но, увы, с большим сожалением я вынужден констатировать, что некоторые представители нашего общества, которых иначе как паразитами не назовешь, сегодня осознанно эксплуатируют нашу общую беду, превращая ее в рассадник преступной лжи. Интернет-провокаторы, различные нечистоплотные СМИ осознанно распускают слухи, дезинформируют, просто нагло врут людям. Они не отдают себе отчет, что их вранье является главным источником панических настроений. Официально заявляю, что органы правопорядка сейчас ведут активную работу по выявлению подобных элементов. Каждого, кто будет увлечен в дезинформации, ждет неотвратимое наказание вплоть до уголовной ответственности. Дорогие друзья, уверяю вас, мы вместе со всеми ответственными министерствами и ведомствами делаем все от нас зависящее для того, чтобы держать ситуацию под контролем. Но хочу, чтобы каждый из вас осознал, что без вашего участия, без вашей помощи нам не обойтись. И это непростое время. Нам, как никогда, нужны совместные усилия по противодействию этой заразе. Проявить взаимную выручку, заботу друг о друге, постоянную бдительность и ответственность. В завершение я бы хотел от себя лично и от правительства Республики Коми отдельно поблагодарить медицинских работников, преподавателей учебных заведений, воспитателей детских садов, фармацевтов, работников торговых сетей и магазинов, работников служб жизнеобеспечения, сотрудников органов правопорядка, работников общественного транспорта. Спасибо вам за то, что даже в это сложнейшее время вы продолжаете свой труд и не падаете духом. Дорогие земляки, я понимаю, что принимаемые нами меры вызывают у вас дискомфорт, неудобства, ограничения. Но это вынужденные меры, которые вводятся ради вашей безопасности. Берегите себя, своих близких, родных. Будьте благоразумны, сохраняйте бдительность. А главное, дай нам Бог здоровья.